люди каждой конфессии, они должны знать элементарно свою религию, свою культуру, поэтому те вопросы, которые здесь представлены относительно культуры, исламской религии, истории, крымских ханов. Заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов проводит викторину на знание Корана. В актовом зале Рощинской школы более 150 учеников из сел Джанкойского района. Они участвуют в республиканском конкурсе «История исламского мира и Крымского ханства». Как звали дедушку пророка Мухаммада? Да благословит его Аллах и приветствует. Ученики отвечают на вопросы, посвященные возникновению ислама. Мавилия Джаблаева из Новостепновской школы говорит, знание истории помогает понимать, как устроен мир. На протяжении 2 лет я давно участвую в этом конкурсе. И, как сказать, опыта с каждым годом все больше и больше. Повторить о крымских ханах, где они участвовали, зачем они участвовали, что они хотели добиться. Конкурс на знание истории ислама проводят уже 5-й раз при поддержке муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева и Джанкойской городской администрации. Богословы уверены, для воспитания подрастающего поколения такие мероприятия необходимы, в первую очередь для интеллектуального развития. Это привить вот эти наши ценности, наши традиции в этому молодому поколению. Потому что мы живем в такое время, когда, к сожалению, нам прививаются какие-то ценности извне, которые далеки от наших ценностей. Конкурс дает возможность пополнить багаж знаний не только в религии и истории, но и в культуре. Кроме тестирования, для участников подготовили выставку кукол в этнических костюмах. Автор работ Зойре Зоединова, крымская мастерица национальной одежды. На выставке представлены куклы в крымско-татарских национальных костюмах. Каждая деталь их убранства выполнена вручную. Всех призеров и участников награждают подарками и грамотами. Организаторы планируют расширить географию конкурса, чтобы в нем приняли участие как можно больше школьников и учителей со всей республики. Диана Бекмамбетова, Эльдар Заитов, телеканал Милет.